Что может быть более тяжким, нежели проклятие, нежели эта угроза, которую вы сейчас услышали? Синий кит, тихий лес, сова никогда не спит, всякие проги. Дети начинают в них играть, а в конце эта игра приводит ребенка к чему? К суициду, к акту самоубийства. И далеко не надо идти, здесь вот недавно этот случай произошел. Более того, в Киеве, если мы говорим про Киев, статистика на 1 февраля. 5 случаев трагического падения детей с высоты. 2 закончились смертью. Это вы сейчас удивитесь. За данными Держстату в Україні у 2018 році було зареєстровано 6279 самогубств. Это не меньшая угроза для Украины, нашей страны, в которой мы живем. И они привлекают детей, те, кто много времени проводит в соцсетях. Поэтому отдаляйте своих детей как можно больше от всего этого. Челлендж самоубийств в Италии. В прямом эфире. Дети в программе TikTok душат себя на камеру. До такого доходит. На самом деле эта проблема не касается детей. Просто когда мы говорим о детях, аж душа содрогается. Самоубийство, убийство, как я уже сказал, является тягчайшим грехом в исламе. Дозволена ли эвтаназия? Тоже очень часто задают вопрос. Человека, который тяжело болен, дозволено ли его умертвить? Раб мой опередил меня по собственной воле, поэтому я сделал рай запретным для него. О верующие, покидайте этот мир лишь только мусульманами, как велел это Всевышний в своей последней книге. А после. Дорогие братья и сестры, мусульманские ученые разных поколений, в принципе, они что делали? Они изучали ислам, пытались это систематизировать, все учения ислама, каноны ислама, законы ислама. И пришли к тому, что у ислама есть определенные ценности, общие, глобальные и цели. Проницательный взгляд на источники ислама, на Коран и сунну пророка, да благословит его Аллах, приветствует, они приводят нас к тому, что, как это сформулировали ученые, которых я упомянул, в первую очередь это Шатаби, также об этом писал имам Абу Хамид аль-Газали и многие другие ученые, имеют набор, как я упомянул, ценностей и целей. Современный ученый шейх Мухаммад Абу Захра, он что пишет об этом? Он утверждает, что исламское право дано человечеству как милость. Эта милость проявляется в достижении 3 главных целей. Он это так формулирует. Воспитание праведного человека, установление справедливости на этой земле. 3. Получение пользы. Но это больше как ценности. Об этом он пишет в книге «Основы исламского права», которая преподается сегодня в университетах, в частности, по которой я лично занимался. Исламские ученые отмечают, что все исламское право, оно направлено на сохранение и защиту 5 основных, можно так сформулировать, предметов этих ценностей, хотя больше распространено. То есть в исламском праве, в исламской книге их называют все-таки целями. Хотя эти все названия, они условные, потому что это вопрос ичтихада, классификации. Как и таухид делится по-разному. Да? По-разному ученые его классифицируют. Итак, что это? Это то, что приносит пользу человечеству. Да? И как они это формулируют. Защита религии, защита жизни, защита разума, защита потомства и имущества, собственности. И как я упомянул, именно это и называют макасаду шариата. Это так распространилось. Как пишет об этом Абу Хамид аль-Газали, в частности. Он говорит, мы подразумеваем под законным видом пользы сохранение главных целей исламского права.
А цель исламского права заключается в сохранении 5 необходимых предметов или факторов: религии, человеческой жизни, имущества, разума, принадлежности к роду, то есть потомства. И всякая польза, которая заключается в сохранении этих 5 предметов, является законным доводом в исламском праве. Худжа. В свою очередь, всякая польза, которая не направлена на сохранение одной из этих 5 предметов, представляет собой вред. Дарар. А отстранение от такого вида пользы само есть польза. Это в книге Китаб аль-Мустафа. Таким образом, после такого небольшого предисловия, то есть я акцентирую ваше внимание сегодня на чем? На том, что ислам оберегает человеческую жизнь. Защита жизни человеческой, защита души человека – это один из основных лейтмотивов ислама. Что повествует об этом Коран? Примечательно, да? Коран, повествуя об истории первого убийства в истории человеческой, говорит так. Прочти им истинный рассказ о 2 сыновьях Адама. Вот они оба принесли жертву, и она была принята от одного из них, от Авеля была принята. И была не принята от другого, от Кавина. Он сказал: я непременно убью тебя из-за зависти. Потому что он принес жертву, спор был у них. То есть, вы знаете, да, Ева рождала там близняшек, мальчика, девочку, поскольку это были первые люди на земле. То есть мальчик, который родился вместе с девочкой, они не могли жениться друг на друге, запрещено было. Только на следующей паре мог. То есть он брал жены девочку и следующей двойни. То есть из-за этого спор вышел, и зависть из-за этого вышла. Если ты протянешь ко мне руку, чтобы убить меня, сказал Авель, я все равно не протяну руки, чтобы убить тебя. Воистину я боюсь Аллаха, Господа миров. Я хочу, чтобы ты вернулся с моим грехом и твоим грехом и оказался среди обитателей огня. Таково воздаяние беззаконникам. Душа подтолкнула его, Кабиля, на убийство своего брата Хабиля. И он убил его и оказался одним из потерпевших убыток. Затем Аллах послал ворона, который стал разгребать землю, чтобы показать ему, как спрятать труп его брата. И так пошла традиция хоронить людей. Да? Он сказал: горе мне, неужели я не могу поступить, как этот ворон, и спрятать труп моего брата? Так он оказался одним из сожалеющих. Это все аяты из Корана. И далее Всевышний делает заключение, важное заключение. По этой причине мы предписали сынам Израиля, кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей. А кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям. Наши посланники уже явились к ним с ясными знамениями, но многие из них после этого излишествуют на земле. Это сура 5, аяты 27 по 32 включительно. Что показывает нам эта история? Эта история показывает нам, насколько важна перед Всевышним человеческая жизнь. И как я упомянул, максадун мин а'зам аль-макасид аль-шариа, да? Одна из основных целей исламского права – это человеческая жизнь. Она настолько важна, что Всевышний приравнивает убийство одного человека по тяжести своей к убийству всего человечества. А сохранение одной жизни приравнивает к сохранению жизни всего человечества. В этом есть назидание для людей размышляющих. В исламе что подчеркивается?
Подчеркивается, что лишь Он Творец, лишь Всевышний Аллах, Творец и Создатель, лишь Он оживляет, лишь Он умерщвляет, лишь Он имеет способность даровать жизнь и забирать. Нет у человека ни способности, ни права своего собственного делать это. Именно поэтому, дорогие братья, в исламе убийство или самоубийство является тягчайшим грехом. Кабиратун мин кабаири дунуб. Настолько тягчайшими, что человеку угрожает за это вечное пребывание в аду. Всевышний Аллах об этом что говорит? В контексте убийства верующих. Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет гиенна, в которой он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянет его и приготовит ему великие мучения. Что может быть более тяжким, нежели проклятие, нежели эта угроза, которую вы сейчас услышали? Относительно убийства не мусульман, что сказал пророк Мухаммад? Да благословит его Аллах и приветствует. «Ман каталя муахадан лам ярух раихат аль-джанна». Тот, кто убьет из числа мусульман, не мусульманина, то есть с кем есть мирный договор, не почувствует запаха рая. В некоторых риваятах говорится о том, что и будет запах рая от него 70 лет. Угроза, ваид, дорогие братья, велика. Тот, кто пойдет на совершение этого тягчайшего греха, не почувствует рая. О чем я говорю? Зачем я об этом говорю? Убийство, самоубийство и так далее. На самом деле, на сегодняшний день в современном мире это очень важный вопрос. Среди детей, в частности, да, детей набирают популярности всякие программы. «Синий кит», «Тихий лес», то, что я там наискал, да, в гугле. «Сова никогда не спит», всякие проги. Дети начинают в них играть, а в конце эта игра приводит ребенка к чему? К суициду, к акту самоубийства. И далеко не надо идти, здесь вот недавно этот случай произошел. Более того, в Киеве, если мы говорим про Киев, с 1 февраля, только 1 февраля, да, вот буквально статистика на 1 февраля. 5 случаев трагического падения детей с высоты. 2 закончились смертью. Если говорить вообще про статистику в Украине, это вы сейчас удивитесь, да? За даними Держстату в Україні у 2017 році самогубство вчинили 6488 людей. Можете себе представити? У 2018 році було зареєстровано 6279 самогубств. У січні-липні 2020 року 3685 осіб здійснили самогубство. Можно сравнить, да, с людьми, которые погибают на Донбассе. Это не меньшая угроза для общества, в частности, Украины, нашей страны, в которой мы живем. Если говорить про детей, да, смысл, то есть почему так происходит? Почему ребенок идет на это? То есть основная цель таких игр — это, то есть,
целевая аудитория. В любом случае, те, кто это делает, да, разрабатывают для того, чтобы зарабатывать деньги. Ну, я так это понимаю. Все они привлекают детей, которые чем страдают? Одиночеством, нежеланием жить, равнодушием к окружающему миру. И чаще всего в такие группы попадают ранимые, одинокие, замкнутые дети с проблемами в школе, дома и так далее. Те, кто много времени проводит в соцсетях, поэтому иякум, да, отдаляйте своих детей как можно больше от всего этого. Интересный случай в Италии. Недавно был случай челленджа самоубийств в прямом эфире. Можете себе представить, до чего дошло вообще? Челлендж самоубийств в Италии. В прямом эфире. Дети в программе TikTok душат себя на камеру. До такого доходит. Если это мы говорим про детей. На самом деле эта проблема не касается детей. Просто когда мы говорим о детях, то есть аж душа содрогается, да? Эта проблема касается и взрослых тоже. Откройте статистику, посмотрите. Среди взрослых такая же проблема. Почему? Потому что полное уныние, депрессия, отсутствие смысла жизни. Именно это все толкает людей на такой шаг, как самоубийство. Они видят в смерти избавление видят. Они пытаются перейти в какую-то виртуальную реальность, которая потом их приводит к этому. Почему так происходит сегодня в современном мире, в 21 веке? Все, что мы упомянули, на самом деле это все симптомы. Некие последствия, да? Последствия чего? О, люди, последствия чего? Последствия разложения общества. Люди в поисках счастья, если хотите, кайфа, как это модно сейчас говорить, в определенный момент перестают находить его в обычных вещах. Они не чувствуют радости жизни, обычной человеческой. Вот примечательно, как это описывает, да, в своей книге «Да'уд-дава» имам Ибн аль-Кайим, рахимахуллах. Болезни исцеления. Болезни исцеления, душ имеется в виду, не тело. Что он пишет? دفع الهموم والغموم بالإقبال على الله وإثار مرضاته على كل شيء. Он пишет о том, что самые разумные, ну, имеется в виду с точки зрения рационального мышления, это те, я не буду цитировать все, в общем, он описывает, что люди в поисках счастья, они что делают? Они ищут его где? إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم بالأكل والشرب. Едой, питьем, имеется в виду вкусной едой, да, различными там блюдами, различными напитками. Потом кто-то бизнесом, торговлей, деньгами и так далее. Кто-то женщинами, никях, да? Кто-то слушая музыку. Это в общем увеселительные какие-то песни и так далее. Кто-то игрой, различными играми и так далее. То есть он перечисляет все те средства, которые человек использует, да, для того, чтобы получить вот это. Но он говорит, это все не приводит к этому. В итоге, если человек акцентирует внимание только на этом, оно приводит к противоположному результату. И далее, что он пишет? Вот его золотые слова. وَلَمْ أَرَى فِي جَمِيعِ هَذِهِ الطُّرُقِ طَرِيقًا مُوصِلَةً إِلَّا الْإِقْبَالَ عَلَى اللَّهِ وَمُعَامَلَتِهِ وَحْدَهُ. И я не вижу во всех этих средствах
путях, которые приводили бы к этому счастью, за исключением одного. За исключением аль-икбаль аля Аллах. За исключением к устремлению ко Всевышнему. К связи. К этой связи с Творцом-Создателем. Ва муамалятихи вахдихи. Только обращением к Нему. Ва исар мардатихи аля кулли шей. И отдавание предпочтения Его довольству над всем иным. Если этого не будет, то человек, что бы он ни делал, для того, чтобы получить эту радость, испытать эту радость, да, радоваться этой жизни, не впасть в депрессию какую-то там и так далее, как это модно говорить, он не получит это. Если этого нет, основного нет. Он не почувствует, он так или иначе, сегодня, завтра, послезавтра, у всех по-разному, потеряет смысл жизни, впадет в уныние. И статистика показывает, многие идут на самоубийство. Поистине в день джума есть такой момент, в пятницу, когда Всевышний Аллах принимает мольбы тех, кто к Нему обращается. Я надеюсь, что мы застанем этот момент. Фастагфируллах ли ва лакум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы прославляем, восхваляем. Лишь Его молим о помощи и прощении. Того, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьет с этого пути. Кому же Он пожелает заблуждения, ведет заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. Самоубийство, убийство, как я уже сказал, является тягчайшим грехом в исламе. По степени тяжести этот грех идет на втором месте, в частности, имама Ибн аль-Кайима. На первом месте ширк – это предавание Аллаху сотоварищей, предавание Аллаху равных. Потом убийство, потом зина, прелюбодеяние. Но человек, совершивший самоубийство, если мы говорим про ислам, в исламе, не является вышедшим из ислама. И на этом основании, это с практической точки зрения, часто задают вопрос, можно читать джаназу намаз над ним. Также вопросом современности является так называемая эвтаназия. Дозволена ли эвтаназия в исламе? Тоже очень часто задают вопрос. То есть человека, который тяжело болен, дозволено ли его умертвить? Естественно, исламские ученые запрещают это делать. Запрещено умерщвлять человека, делать там ему укол, который его там умертвит и так далее, чтобы он там не мучился. Обычно мотивация ж такая, да? Но человеку, который тяжко болен в исламе, то есть он может отказаться там от медикаментов, если врач говорит, они не лечат, да? Они только там отсрочку какую-то делают незначительно. То есть он вправе отказаться от этого, но человек должен умереть, то есть тогда, когда Аллах предписал ему это. Естественная смерть должна быть. И эвтаназия в исламе запрещена. Это известный случай, да, когда человек убил себя, и относительно этого Аллах сказал в хадисе Кудси: «Раб мой опередил меня по собственной воле, и поэтому я сделал рай запретным для него». Это в хадис Кудси известный. Также есть другие хадисы, их множество относительно того, что человек убил себя, да, на поле сражения, чтобы не мучиться, и пророк ﷺ сказал: он в аду. Есть другие хадисы, где пророк описывает, да, тот, кто отравил себя, тот, кто там ударил себя ножом, убил и так далее, он вечно будет пребывать в муках в аду. Но ученые подчеркивают, что эта вечность, она по милости Всевышнего, поскольку это тягчайший грех, может иметь определенный срок. То есть, если на то будет воля Всевышнего, милость Всевышнего,
Аллах простит ему и ведет его в рай по милости своей. Мы это оставляем на волю и милость Всевышнего, мы не знаем. Об этом пишет, в частности, имам Ибн Хаджар аль-Аскаляни в толкованиях к хадису, который, в частности, упоминается в Сахих эль-Бухари. О люди, о верующие, берегите себя, берегите свои семьи, берегите своих детей.